Сначала были мотыга и серп, потом деревянный плуг и саха, и больше практически ничего на протяжении нескольких тысяч лет. Настоящий прорыв будет совершен лишь пару веков назад, когда на помощь людям наконец придут машины. В эфире проект «Наука Мани». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте. В ближайшие полчаса будем говорить о главных помощниках хлебороба, о сельскохозяйственной технике. Узнаем, каким был самый первый комбайн, и посмотрим на современные машины, в том числе и на те, которым уже не нужен шофер. Итак, не пропустите сегодня в программе. Суперкомбайны и супертрактор, что означает эта приставка «супер» и в чем главное отличие таких машин от их, так сказать, предшественников. Когда тракторист может отдыхать, о беспилотниках на полях расскажем в сюжете, и кто и как разрабатывает абсолютно новые модели сельскохозяйственных машин. Начать предлагаю традиционно с истории вопроса. Прямо сейчас расскажем и покажем первые в мире сельскохозяйственные машины. Вы точно удивитесь, так что не переключайтесь. Если верить интернет-источникам, то первый прообраз современного трактора сконструировал еще в XVIII веке Кулибин, и это была коляска-самокатка на 3 колесах, которая приводилась в движение исключительно силами человека. В середине XIX века появляются машины на паровых двигателях, причем как тракторы, так и комбайны, а в конце этого же столетия будет запатентован первый трактор, двигатель которого работал на нефтепродуктах. Бензиновые, а позже и дизельные двигатели стали не только основными источниками энергии в последующих поколениях тракторов, но и способствовали развитию технологий создания уборочных комбайнов, которые скашивали, обмолачивали и разделяли зерновые уже в пути, в поле. Функционал, по сути, за прошедшие годы не изменился, а вот внешний вид и, главная начинка, то есть техническое оснащение сельскохозяйственных машин, уже совсем другие. История белорусского комбайностроения началась с простой модели КЗР-10 в непростые 90-е прошлого века. Принципиальное решение о развитии нового направления сельскохозяйственного машиностроения тогда принял глава государства. Всего за 25 лет, по меркам промышленного развития это совсем немного, нам удалось не просто создать целую линейку машин, но и занять лидирующие позиции на мировом рынке. С конвейера сегодня сходит 11 моделей модификаций более 7 десятков. И лишь четверть комбайнов остается на внутреннем рынке. Все остальные уезжают за рубеж. Ну что ж, пришло время поговорить о современной сельскохозяйственной технике, о том, как создаются новые модели и сколько этапов проверки они проходят, прежде чем выехать на поля, а также о том, какой он трактор и комбайн будущего. Прямо сейчас спросим у нашего гостя. Дмитрий Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Кабанов, заместитель начальника научно-инжинирингового центра электромеханические и гибридные силовые установки мобильных машин Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси. Дмитрий Игоревич, я предлагаю для начала разобраться с терминологией и классификацией, потому что, уверена, очень многие считают, что сельскохозяйственная машина – это трактор и комбайн. На самом деле есть 3 таких основных класса сельскохозяйственных машин. На самом деле, да, в сельском хозяйстве используется огромное количество разной техники, и это не только трактора и комбайны, это и орудия, которые рабочие там в сфере растениеводства, это и садоводство, животноводство, там огромное количество разного оборудования, и все это можно назвать сельскохозяйственной техникой. Даже мелиоративная техника – это тоже конечно, сельскохозяйственная техника. Да. Давайте остановимся более подробно на машинах, так скажем, для земледелия. Да? Как и где рождаются вообще новые модели? Расскажите, как это происходит? Исходя из тех процессов, которые в сельском хозяйстве происходят, то есть появляются какие-то новые материалы, либо там потребность в внедрении новых технологий, и под это, соответственно, разрабатываются в том числе машины. То есть те, кто их использует, это их мнение самое важное, что нужно? До сих пор, допустим, удобрения использовались органические, и там не было потребности в машинах для орошения, для внесения жидких удобрений. То есть с появлением средств защиты растений жидких, то есть появилась необходимость в опрыскивателях. Плюс с внедрением систем точного земледелия, когда можно составить уже карты дифференцированного внесения, эти машины модернизируются, и сейчас есть возможность там, в зависимости от необходимой степени внесения, там, менять дозу внесения этих средств. То есть, поэтому это постоянный процесс.
модернизации этой техники, модернизации процесса самого сельского хозяйства и повышения его эффективности. Мне кажется, что и те же комбайны, которые выпускались 20-30 лет назад, которые выпускаются сегодня, это совершенно разные. Конечно, это абсолютно разные машины, они не только там размером и там площадью собираемого там урожая отличаются, они отличаются наличием электронных систем, датчиками там влажности, объемными, весовыми, которые позволяют прямо в процессе уборки строить карты урожайности и анализировать потом эти данные, соответственно, использовать их при следующих посевах. При разработке, скажем так, новых моделей или модернизировании каких-то предыдущих, да, вот что важно, если говорить о мировых каких-то стандартах? Ну, я не знаю, там в машине, например, в обычной легковой, да, там экономия топлива, это здорово, да, скорость максимальная, да, компьютерная начинка, если уж позволите так, да, это круто. А вот что круто в сельскохозяйственной технике? Сейчас общемировая тенденция – это повышение эффективности сельскохозяйственной отрасли, это внедрение систем точного земледелия, это автоматизация всех процессов, в том числе и это касается и машин. То есть если раньше механизатор – это был водитель трактора, умеющий правильно настроить там вручную какую-нибудь там сеялку или там плуг, то теперь это уже по большей части оператор, который разбирается в программном обеспечении, который может вводить те же самые настройки, но уже на борту машины. И если говорить вот о современных тракторах, которые в Беларуси уже тоже используются, оснащенных системами точного земледелия, то там руление осуществляется компьютером. То есть механизатор, он наблюдает за процессом, он мониторит данные, которые ему приходят с рабочего орудия, он меняет эти настройки, то есть руля он уже не касается. Соответственно, это обеспечивает большую эффективность, это обеспечивает точность. То есть если мы говорим, допустим, о севе, то перекрытие стандартное, которое заложено в техпроцессе, это 40 сантиметров. Соответственно, системы точного земледелия, которые обеспечивают функцию авторуления, они это перекрытие делают 2-сантиметровым. Соответственно, на больших полях это экономия там порядка 5-7%. Это и в топливе, и в семенах, и во всем остальном. Подробнее очень хотелось бы про машину конкретно, где уже шофер, в принципе-то, и не нужен. Расскажите об этом проекте, как вообще появилась идея и как в такие, кратчайшие сроки все удалось сделать? На самом деле весь мир идет к этому, потому что есть некие процессы, которые можно оцифровать, автоматизировать, и там уже роль человека, она снижается. Поэтому сейчас основной тренд во всем мире – это роботизация сферы сельского хозяйства. То есть это начиная от небольших каких-то роботов, которые производят там отборы почв, анализ, либо там мониторинг состояния растений, заканчивая большими машинами, энергонасыщенными тракторами, либо специальными машинами, которые работают уже без человека. То есть, соответственно, МТЗ родилась идея создать экспериментальный образец такого трактора на базе их продукции. Вот мы эту идею поддержали, и вот к 75-летию завода совместно с МТЗ мы создали экспериментальный образец энергонасыщенного трактора автономного, беспилотного. Соответственно, это только начало большой работы, потому что весь мир движется в этом направлении, то есть, соответственно, мы тоже должны как минимум не отставать, а возможно где-то и опережать. Это только начало большого пути. Созданная модель, она еще будет модернизироваться или будут появляться новые? Это ни в коем случае не предсерийный, даже не какой-то неопытный образец. Это экспериментальный образец, который мы действительно попробовали в общаке на опытном поле с неким орудием. На самом деле трактор как таковой беспилотный – это очень малая часть общей системы, скажем так, точного земледелия, потому что трактор сам на поле никаких операций не выполняет. Трактор – это тягач, то есть он везет за собой непосредственно орудие, которое выполняет ту или иную операцию на поле. Поэтому, кроме того, что автоматизировать трактор, стоит большая задача, то есть автоматизировать все орудия, которые непосредственно выполняют работу в поле. А это огромный набор разнообразных орудий, поэтому там работы еще много. То есть для того, чтобы создать действительно комплекс автономный, рабочий в поле, то есть необходимо не только автоматизировать трактор, но и весь спектр орудий, которые к нему стыкуются. В сельское хозяйство скоро пойдут айтишники. Да, я как раз говорил на опытных полях, что трактористы говорят, а что же мы будем делать? Вы нас оставите без работы. Я говорю, все трактористы станут программистами, а программисты – трактористами. То есть тут
есть такая тенденция. На самом деле, да, для того, чтобы даже сейчас работать с существующими системами точного земледелия, нужно другой уровень подготовки. Поэтому, возможно, в будущем в сельском хозяйстве будет больше, наверное, молодых, там, компетентных людей. Ну, я думаю, что наших зрителей мы уже рассказом про вот эту самую экспериментальную модель заинтриговали. Им очень хотелось бы на нее посмотреть. Прямо сейчас мы вам ее покажем. Смотрим сюжет. Две оранжевые мигалки, антенна и на вид какая-то просто космическая крыша вместо привычной кабины. Аккурат под ней, как выясняется, аппаратура связи и управления. Проще говоря, мозг первого белорусского трактора-беспилотника, презентовали который только весной 2021-го. Работает машина строго по заданию. Передается оно либо по GSM, либо на обычной флешке. А вот формирует задание оператор. И в отличие от водителя обычного трактора, один сможет управлять едва ли не целым парком подобной техники. Мы взяли за основу трактор с электромеханической трансмиссией, который можно подвергнуть автоматизированному управлению. И создали такой образец, который управляется дистанционно, выполняет все команды по движению, по управлению навесным устройством и всеми агрегатами и системами трактора. Двигатель дизельный, 350 лошадиных сил, переднее и заднее навесное устройство высокой грузоподъемности и электромеханическая бесступенчатая трансмиссия. Как уверяют авторы беспилотной машины, расход топлива удалось снизить примерно на 7% и в 10 раз по сравнению с обычными тракторами уменьшить выбросы вредных веществ. Сейчас аграрии широко начали использовать систему точного земледелия. И вот система автоподруливания, которая может устанавливаться на наши тракторы, она является основой для применения в системе точного земледелия. Как раз с учетом совместной работы с навигационной системой точного земледелия и благодаря датчикам безопасности движения некоторые решения беспилотный трактор принимает сам. Например, объезжает появляющиеся на пути препятствия и тормозит. Правда, о своих действиях непременно сообщает оператору, отправляя на пульт соответствующее сообщение. Когда закончится топливо, говорят разработчики, трактор может сам отправиться и на дозаправку. И пусть это не первый беспилотный трактор в мире, но на постсоветском пространстве подобный экземпляр больше нигде пока не встретить. Если говорить о составляющих, скажем так, вот современных моделей запчасти, это тоже наша белорусская разработка, собственно, или все-таки что-то приходится закупать? Непосредственно наш институт, он занимается разработками в сфере машиностроительной отрасли. То есть мы сотрудничаем со всеми предприятиями Беларуси. Абсолютно разные задачи решаем, начиная от разработки каких-то там смазочных материалов, либо каких-то технологий там, нанесения покрытий, изменения каких-то там технологических процессов на предприятии, заканчивая там, разработками полными техники, элементов какой-то техники. То есть это и компьютерное моделирование, это виртуальные испытания, это конструирование, проектирование, это дизайн, это какие-то элементы там, приводов, трансмиссии, электропривод. Вот непосредственно наш центр занимается разработками электропривода в том числе. Наши разработки, они потом передаются, соответственно, профильным предприятиям Республики Беларусь, которые занимаются их изготовлением. Вот, то есть есть часть таких разработок, которая там внедрена и поставляется на конвейер, но явно есть какая-то часть комплектующих, которые приходится предприятиям закупать, которые не производятся у нас в стране. В последнее время вы очень много давали различных интервью на тему электротранспорта, да, но в принципе эта тема сейчас в тренде. В сельскохозяйственное машиностроение вот это внедряется или там немножко другое? Есть экспериментальные образцы тех же самых энергонасыщенных тракторов, оснащенных электротрансмиссией. Пока это не наши разработки, у МТЗ есть образцы с российским электроприводом, с китайским электроприводом. Они сейчас разрабатывают план по началу работ белорусского электропривода тоже, в том числе. Пока эффективность этого электропривода на бумаге понятна, но фактически там в полях не доказана. Но в любом случае мысли такие есть. И сейчас основная проблема
это с источниками энергии. Но сейчас это актуальная тема. Большинство транспорта переходит на электропривод, потому что он надежнее, он экономичнее, чем двигатели внутреннего сгорания. То есть у них значительно меньшее количество вращающихся деталей, соответственно, дает прирост надежности, и экономичности. Потому что КПД у электропривода выше. Соответственно, единственный сейчас вопрос — это в источниках энергии. То есть накопители совершенствуются, новые технологии в этом направлении тоже развиваются, поэтому я думаю, что скоро мы будем трактор заправлять от розетки. Если так вот утрированно, да? Вполне возможно, да. И комбайны. Комбайны, да, либо там от какой-нибудь водородной станции, что тоже не исключено. Вот оно, то самое будущее, о котором я хотела вас спросить чуть позже, но вы уже начали интриговать и начали удивлять. Хорошо, а есть какие-то совместные проекты с партнерами, с коллегами из ближнего зарубежья, дальнего, вот по развитию именно сельскохозяйственного машиностроения? Основные проекты в сельском хозяйстве — это, конечно, у нас с белорусскими предприятиями, потому что у нас достаточно большое количество производителей, в том числе там и агрегатов навесных, и там МТЗ как основной производитель тракторов, Гомсельмаш, комбайны. Зарубежные пока заказчики именно в сфере сельского хозяйства к нам пока не обращались. Вот, но я думаю, что это вполне возможно. Мы, конечно, сегодня всю программу говорим о сельскохозяйственном машиностроении, но как у специалиста не могу вас не спросить про гоночные грузовики, потому что, казалось бы, с одной стороны, вот МАЗ мы видим тот же на полях, да, вывозит урожай, и в то же время покоряет бездорожье. Вот расскажите, можно ли на машине, которая вот на поле помогает, да, вот бездорожье покорить, или это разные немножко машины? Как в любом другом виде профессионального спорта, то есть в автоспорте обычные машины, которые используются там в сельском хозяйстве или еще где-то, не ездят. То есть, это соответственно, они просто не пройдут там по техническому регламенту. Вот, поэтому гоночные... По бездорожью пройдут, просто по техническому регламенту не пройдут. Вполне возможно, да. То есть гоночные грузовики МАЗ — это специально разработанные машины для выполнения этой задачи. То есть для участия в соревнованиях международных. А что вот там такого специального, то есть на что упор? Опять же, там, наверное, проходимость. Конечно, там даже отличается компоновка, то есть это капотные грузовики. МАЗ серийно не выпускает такой компоновки машин на дорогу общего пользования, но я думаю, что вы, когда будете там на предприятии, вам расскажут и покажут прям детально эти машины. Хорошо. Мы-то, может быть, и будем чуть попозже, а вот корреспонденты «Наукомании» уже побывали, так что предлагаю посмотреть сюжет. Первый ралли-грузовик официально презентовали на МАЗе осенью 2010-го. И уже на тот момент это была не просто новая модель, а реализация заветной мечты сотрудников предприятия, появилась которая еще в середине 80-х прошлого века. Спортивный грузовик разрабатывался в соответствии с регламентом спортивных автомобилей. То есть для спортивного автомобиля основное – это скорость высокая и надежность автомобиля. Первоначально это был, скажем так, серийный аналог. В дальнейшем это разрабатывался уже абсолютно новый автомобиль. Да, внешне кабина выглядит как абсолютно наша серийная, но по уровню комфорта минимум было сделано усилие на снижение снаряженной массы, дабы достичь максимальную скорость автомобиля. И на выходе получил абсолютно другой автомобиль. Фишка самого красивого в истории МАЗа грузовика, именно так машину анонсировали на официальной презентации, капотная компоновка со смещением кабины в середину рамы. Решили таким образом сразу несколько задач. Разгрузили передний мост, увеличив срок его службы, улучшили так называемую развесовку автомобиля, добавив ему стабильности на неровной дороге и снизив до минимума вероятность опрокидывания в песчаных дюнах. И, конечно, сработали на комфорт экипажа. Наш автомобиль создавался из нуля. То есть, да, брался за основу наш серийный полноприводный автомобиль, и далее его уже дорабатывали. Мы способны выпускать не только качественную серийную автотехнику, но также и спортивные автомобили, которые достойно выступают на мировых соревнованиях, занимают достойные места. На Дакаре 2021 были уже только капотники, но, как рассказали нам на предприятии, создают спортивные грузовики здесь не только для гонок. На спортивных автомобилях мы, скажем так, обкатываем наши новые
технические решения, которые, получив испытания в тяжелых условиях, воплощаем в серийную автотехнику. В сельском хозяйстве довольно много автотехники. Из последних разработок это 27-кубовый самосвал трехосный. Вот сейчас разрабатывается, выходит. Это зерновоз. В ближайшей перспективе, рассказывают, внедрение новых технологий, в том числе беспилотного управления. Это проект «Наукомания». Сегодня изучаем современную сельскохозяйственную технику и смотрите в ближайшие минуты. Суперкомбайн, что это такое и как он работает. Новые горизонты, о тракторе будущего поговорим уже совсем скоро. Дмитрий Георгиевич, наверное, последний вопрос. Вот вы уже начали, так скажем, интриговать трактором, который заправляется от розетки в будущем, комбайном, опять же, с электродвигателем. Может быть, что-то еще есть в задумках, в проектах, над чем работаете? Вот именно в сфере сельскохозяйственного машиностроения. К чему нам готовиться? Что можно будет увидеть на полях? Ну, пусть не в ближайший год-два, а хотя бы в ближайшие 5-10 лет. Основная тема, основная необходимость разработок сейчас в сельском хозяйстве – это все-таки система точного земледелия. То есть, соответственно, уже есть несколько крупных мировых производителей, которые поставляют отдельно от машины эти системы. Их можно устанавливать и на конвейер, на новые машины, можно устанавливать уже на имеющиеся. И большинство производителей мировых, которые производят технику, они уже ведут собственные разработки систем точного земледелия, они ведут собственные разработки электроники, необходимые там датчиков, сенсоров, которыми оснащают эту технику. То есть я считаю, что в ближайшей перспективе основная задача всех наших предприятий, которые производят сельскохозяйственную технику, то есть тоже следовать этой тенденции, делать свою продукцию автоматизированной, оснащать ее элементами системы точного земледелия, ну и плюс разработка самой этой системы – это тоже достаточно серьезная, большая задача. Имеют не одну сотню разработчиков, и это по большей части это IT, это все-таки программное обеспечение, это все-таки анализ, сбор больших данных и, соответственно, планирование и прогноз всех технологических процессов, которые происходят на поле. Потому что это позволяет экономить огромное количество средств. То есть в себестоимости сельскохозяйственной продукции, допустим, средства защиты растений составляют порядка 30%. А их использование по картам дифференцированного внесения позволяет им экономить эти средства порядка на 24%. То есть это уже сразу экономия. Да. Плюс системы точного земледелия используют там, метеорологические данные для предсказания возникновения этих заболеваний. И можно, используя эти данные, не бороться с болезнью, а ее предотвратить какими-то средствами заранее. То есть точно так же, как болезнь у человека. То есть можно либо лечить уже долго, дорого, либо можно ее предотвратить. Я так понимаю, девиз такой: минимум затрат, максимум эффективности. Это да, это общая тенденция, потому что еще в 19 веке там один фермер мог прокормить там 5-6 человек по статистике. То есть уже вот в конце 20-го, в начале 21-го, там, в 2017 году, по-моему, 183 человека один фермер прокормил. То есть это все и применение сельскохозяйственной техники, и плюс внедрение вот новых технологий. И эта тенденция будет расти. Дмитрий Игоревич, спасибо вам огромное. Было действительно интересно. Вы, как всегда, продолжаете удивлять, продолжайте и дальше. А мы не прощаемся, у нас есть еще один сюжет. Над его созданием трудился почти весь коллектив гомельского предприятия, и реализовать уникальный проект удалось меньше, чем за год. Основные козыри, пропускную способность и производительность суперкомбайна, а речь идет именно об этой машине, как выяснилось, разработчики зашифровали прямо в названии модели. Комбайн 2124 является самым производительным в линейке комбайнов зерноуборочных. Почему 2124? Да потому что первые две цифры 21 обозначает пропускную способность комбайна 21 килограмм в секунду. Вторые две цифры 24 – это производительность комбайна в тоннах, то есть 24 тонны в час. Суперкомбайн, ну да, наверное, его можно назвать супер, наверное, это прозвище справедливо.
Потому что, имея самые мощные двигатели на данный момент из всех наших зерноуборочных комбайнов 530 лошадиных сил, он позволяет очень эффективно выполнять те задачи, которые стоят перед нашими аграриями. То есть оперативно и в агротехнические сроки убирать их, скажем так, кровно выращенный урожай. Функция автовождения, система точного земледелия и система видеообзора, которая дает возможность контролировать даже зону выгрузки зерна. Если скорость обычного комбайна около 3 км в час, то эта машина способна разогнаться до 8, что позволяет в 3 раза быстрее убирать зерно. Сплошной люкс и комфорт и в кабине механизатора. Климат-контроль лучше, чем кондиционер. Сам подстраивается под температуру. Автопилот проще, не надо смотреть по сторонам, смотреть, чтобы только не попали камни и все остальное. Упрощает работу комбайнера, в том числе и система автоматической смазки на 52 точки. Машина способна сама себя обслужить. Что касается основных технических опций, то жатка, например, может быть в 2 исполнениях, что позволяет убирать и низкорослые сорта. Широкая молотилка и бункер, который вмещает около 8 тонн зерна. Говорят, при характерной для нашей страны урожайности оптимальный вариант. И да, наш суперкомбайн в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке однозначно выигрывает и по цене. Стоит он более чем в 2 раза дешевле импортных машин аналогичной комплектации. Название супер, соответственно и комбайн супер. Это была «Наукомания» и я, Екатерина Берецкая. Сегодня говорили о главных помощниках хлебороба. Надеюсь, вам с нами эти полчаса было интересно. До встречи в эфире.